Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В Государственной инспекции по карантину растений после ремонта открылась фитосанитарная лаборатория. Ее ремонт и оснащение проведено за счет государственного финансирования. Теперь в лаборатории есть все необходимое для организации различных исследований с целью выявления болезнетворных организмов как на растениях, так и в пищевой продукции отечественного и импортного происхождения. Репортаж Амелии Бисмарк. Новая карантинная фитосанитарная лаборатория компактно разместилась в здании 5-го корпуса Кабинета министров республики. Ремонт вместе с установкой оборудования занял более полугода. Теперь специалисты получили возможность работать в комфортных условиях. Лабораторию посетил президент Рауль Хаджимба. Мы занимаемся над выявлением карантинных организмов, но не только карантинных вредителей, болезней, но однозначно еще мы выявляем, очень важно выявление некарантинных болезней, некарантинных вредителей. Потому что наличие некарантинных болезней и вредителей могут быть причиной угрозы, что они могут принести большой ущерб, нанести завозимому материалу, уничтожить ценные образцы и стать источником заражения всего материала. По словам заведующей лаборатории Майи Шинкуба, в Абхазии нередко выявляются опасные вредители. Увеличение их популяции в последнее время связано с несколькими факторами. Не было такой картины, потому что в советское время, еще до войны, не было заброшенных никаких участков. Везде проводились своевременные мероприятия. Но вы видите, какая сложилась ситуация в силу всего этого. То есть дает возможность для распространения этих вредителей и болезней. Потом, конечно, во время Олимпиады, это однозначно, могу я сказать, что многие вредители попали именно оттуда. На протяжении определенного времени в Абхазии было выявлено всего лишь одно карантинное заболевание растений – белая ржавчина грибкового происхождения. Специалисты оперативно устранили очаг его распространения. Рауль Хаджимба призвал сотрудников Государственной инспекции по карантину растений действовать согласно своим полномочиям, а именно вовремя определять наличие возбудителей болезней, применять необходимые санкции и оповещать ответственные службы о необходимости проведения тех или иных работ. Если есть уже возможность работать вот такого рода лаборатории, то должны быть и соответствующие меры после выявления этих заболеваний. То есть должна быть законодательная база, которая будет регулировать вопросы запрета ввоза, локализации этих болезней и соответствующих мер воздействия на тех, кто занимается ввозом, предположим, тех или иных видов продуктов, или растительного происхождения, или другого какого-то товара. Установленное в лаборатории современное оборудование позволяет специалистам на месте проводить различные виды исследований. Прежде всего, это такие виды экспертиз, как фитопатологическая, бактериологическая, гельминтологическая, энтомологическая, а также экспертиза на выявление сорных растений. Энтомологическая экспертиза растительных материалов и почвы является одним из ответственных звеньев в системе карантинных мероприятий по охране наших садов, полей, лесов, складов от заноса, завоза опасных вредителей. От результатов энтомологической экспертизы, проводимой в лаборатории, зависит проведение тех или иных мероприятий по отношению к ввозимому материалу. Фитосанитарная лаборатория функционирует в республике многие годы. Однако только сейчас у специалистов появилась возможность проводить полноценные исследования, что должно принести положительные результаты и сделать борьбу с различными вредителями и заболеваниями растений более эффективной. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. 28 ноября примерно в 15:35 часов дня с огнестрельным ранением в центральную больницу Гагрского района был доставлен житель города Гагра 1975 года рождения. Как прокомментировали в пресс-службе МВД, выездом оперативно-следственной группы установлено, что на почве внезапно возникшей ссоры гражданин Барцис Джемал 1959 года рождения произвел выстрелы из пистолета пока не установленного образца в пострадавшего, после чего с места происшествия скрылся. На месте изъяты 4 стреляные гильзы, которые отправлены на баллистическую экспертизу. Приняты меры по установлению местонахождения Барцица и его задержания. Пострадавший был доставлен в Гагрскую ЦРБ с огнестрельным ранением в область грудной клетки и тазобедренного сустава. После оказания медицинской помощи он был вывезен на территорию Российской Федерации.
На сайте Генеральной прокуратуры Абхазии опубликованы подробности похищения человека, имевшего место в Сухуми. Из материалов уголовного дела следует, что 24 ноября 2019 года примерно в 17 часов 30 минут в городе Сухум в районе кладбища Личков неустановленной группой лиц совершено похищение Григорян Армена Ашотовича, 1976 года рождения. С 24 ноября прокуратурой города Сухум по данному факту проводилась доследственная проверка с целью установления подробных обстоятельств совершенного преступления. Оперативным службам МВД даны соответствующие поручения с целью установления и задержания лиц, совершивших похищение Григорян. Расследование поручено следователю прокуратуры города Сухум. 29 ноября в республиканскую больницу из Сочи прибыли медики городской 4-й больницы, нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов. Российские врачи совместно с абхазскими коллегами провели осмотр Доминики Акертава, которая с 22 ноября находится в отделении реанимации республиканской больницы в состоянии комы 3-й степени. Обсудили ход и перспективы лечения. Олег Мазманов выразил полное согласие с ходом и тактикой лечения девушки, а также отметил, что на данном этапе выполнены все необходимые и возможные манипуляции. Однако состояние Доминики остается очень тяжелым. Пациентка нетранспортабельна, с нестабильной гемодинамикой, поддерживается большими дозами вазопрессоров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Последняя партия специализированной автотранспортной техники, закупленной в рамках российской инвестпрограммы, распределена по районам республики. Ключи от 14 школьных автобусов и 4 машин скорой помощи переданы владельцам. В церемонии передачи нового автотранспорта принял участие премьер-министр Валерий Бганба. Репортаж Саида Джарсалия. Новый общественный транспорт получат Ачамчирский, Сухумский, Гагарский и Гудаутский районы. По одному автобусу предоставлено Министерству просвещения Абхазии и Абхазскому государственному университету. В продолжение программы оснащения школьными автобусами Республики Абхазия мы сегодня получили и раздаем по районам 10 школьных автобусов. Получат те районы, которые в первый раз не попали под эту программу. И завершая эту программу, мы практически закрыли все проблемы, которые имели все наши районные отделы образования. Сейчас все районы имеют возможность возить детей в школу и обратно новых автобусов. Также были закуплены 4 автомашины скорой медпомощи на базе УАЗ, общая стоимость которых составляет 5 811 000 рублей. Автомобили переданы в центральные районные больницы Ачамчиры, Гала, Гулрыбша, а также центральной районной больницы города Гагра для работы в пункте скорой помощи поселка Цандрыбш. Это машины класса А, и там не предусмотрено такое полное оснащение, есть минимальный набор. И кроме того, есть аппараты, которые мы в рамках целевой программы обеспечили эти районные больницы. Они будут интегрированы. Это электрокардиографы прежде всего и дефибрилляторы. То есть для оказания скорой неотложной помощи. Ключи от новых автомашин скорой помощи были переданы лично в руки главврачам больниц. По их словам, новый автотранспорт намного улучшит работу медперсонала в районах. У нас очень большой район, пересеченная местность, Кадорское ущелье. Это все мы должны обслуживать. И эта машина была для нас первой необходимости, будем откровенны. Сегодня мы получаем эту машину, это для нас очень большая помощь. Новые школьные автобусы марки ПАЗ российского производства очень комфортны, и каждый из них может вместить до 40 пассажиров. Это последняя партия автобусов, поступивших в республику в рамках российской инвестпрограммы. На данном этапе мы завершили эту программу. Сейчас идет работа над тем, чтобы упорядочить вообще движение автотранспорта по всей Абхазии. Это проблема, с которой сталкиваются наши граждане ежедневно. Мы видим, что рынок самообразовался, саморегулируется, и, к сожалению, он не в пользу тех граждан, которые пользуются этими услугами. Поэтому здесь, учитывая то, что мы существенным образом обновили автопарк,
и государство уже более активно будет вмешиваться во все эти процессы. Если раньше валовая доля всех перевозок осуществлялась частным автотранспортными средствами, которые были там прикреплены к тем или иным АТП, сейчас у нас уже есть такой серьезный свой автопарк, благодаря которому мы можем уже активно вмешиваться во все эти процессы и регулировать. В целом, в 2019 году для решения неотложных социальных вопросов по обеспечению транспортной доступности по поручению президента Республики Абхазия было закуплено 76 городских, пригородных и школьных автобусов на сумму около 194 миллионов 662 тысяч рублей. Саид Жарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С 9 по 11 декабря в столице Египта Каире будет проходить 5-я международная выставка продуктов питания и напитков Food Africa. Торгово-промышленная палата Абхазии еще полгода назад провела переговоры с организаторами выставки, подписали договор об участии в ней, разработали схему павильона площадью 12 квадратных метров и оплатили оплату за аренду. Однако несколько дней назад организаторы Food Africa 2019, ссылаясь на требования посольства Грузии в Каире, сообщили о невозможности участия Республики Абхазия в выставке в статусе независимого государства. Со своей стороны торгово-промышленная палата сразу отреагировала на подобное решение. Мы направили официальный ответ, в котором выразили свою четкую позицию о том, что подобные действия посольства Грузии и принятое решение Министерством иностранных дел носит отрицательный характер. Это носит дискриминационный характер по отношению к Республике Абхазия в целом. Мы считаем, что бизнес всегда должен находиться вне политики, и подобные действия очень отрицательно могут сказываться на двустороннее сотрудничество между Абхазией и Египтом и отрицательное такое содействие в развитии возможных торгово-экономических отношений. Мы и впредь будем принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, и уже на 2020 год в графике мероприятий торгово-промышленная палата рассматривает и другие зарубежные страны, в которых она представит Республику Абхазия в статусе независимого государства. В 2020 году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министерство обороны совместно с сотрудниками Государственного музея и Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба при участии представителей Общественной палаты, Министерства просвещения и казачества готовят план мероприятий к празднованию этой даты. Обо всем подробно в репортаже Гугуцы Вардания. Увековечивание памяти ветеранов Великой Отечественной войны, выходцев из Абхазии, вовлечение в этот процесс граждан республики, патриотическое воспитание молодежи, совместная работа в этом направлении ветеранских организаций и музеев. Такие цели ставят перед собой организаторы мероприятий ко дню празднования 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Общеизвестный факт, что из Абхазии на фронт ушли более 55 тысяч человек, более 17 тысяч из них не вернулись домой. По городу Сухум было мобилизовано почти 8500 человек. Из них не вернулось 2090 человек. По Сухумскому району 7627 человек было мобилизовано. Не вернулось более 1000 человек. Итак, по Гагарскому району 11 600 человек было мобилизовано. Не вернулось более 2000. По Гудаутскому району 6913 человек. Не вернулась почти 1/3 часть. По Галскому району более 5000. Дальше по Гулюрипскому району более 4000. И Ачимчерскому району Тхорчал 11 800. Из них почти 1/3 часть не вернулась. Несмотря на то, что в оборонном ведомстве страны ведется постоянная работа по поиску архивных данных участников войны из Абхазии, на данный момент информация собрана только о 31 ветеране. В поиске данных особенно важна помощь граждан республики. Поэтому каждый из жителей страны может принять участие в поиске информации о ветеранах, обратившись в военный комиссариат. В честь увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны в Москве на территории Парка культуры и отдыха «Патриот» будет воздвигнут главный военный храм, в котором разместится универсальный мультимедийный музейно-выставочный центр. 27 февраля поступило обращение от Министерства обороны
Российской Федерации к нам в министерство, оказать содействие в поиске и представлении материалов в установленном формате, мультимедийном, в архив Министерства обороны Российской Федерации для формирования сведений об участниках Великой Отечественной войны, которые призывались из Абхазии. Директор музея боевой славы имени Владислава Ардзинова также представила план мероприятий к празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы бы хотели предложить создать баннеры уроженцы Абхазии, Герои Советского Союза, для передвижной выставки, демонстрировать их в различных районах Республики Абхазия волонтерами. Мы готовы их сопровождать. Это один из пунктов. Мы бы хотели еще предложить создать видеоролики. Мы, конечно, приложим свои усилия к этому, о каждом из наших героев. Вот мы говорили о 22, но их 25, потому что трое из них полные кавалеры 3 степеней Ордена Славы. И мы уже почти подготовили слайд-шоу. И хотели бы это предоставить на телевидении. Затем в Министерстве обороны состоялось расширенное собрание с участием министра Мираба Кишмари и его заместителей, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей и подразделений. В ходе собрания министру доложили об итогах работы оборонного ведомства за ноябрь. Гугу Савардания, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. За большой вклад в продвижение народной культуры, а также в развитие абхазского вокального искусства Эдуарду Нанба присвоено почетное звание «Народный артист Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Рауль Хаджимба. У православных всего мира начался рождественский пост, который продлится 40 дней и закончится в ночь на 7 января. Несмотря на то, что этот пост один из самых длительных, а верующие относятся к нему по-особенному. Ведь после него наступает самый долгожданный и любимый всеми праздник. Пост – это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек. Это время раздумий и усердных молитв. В рождественский сочельник православные соблюдают пост. По новому стилю это до 6 января. Готовиться к наступающему празднику начинают в храме с ночи. По окончании божественной литургии перед свечой, знаменующей Вифлеемовскую звезду, священники поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова. Господи, помилуй. Этот пост не такой строгий, как пост предпасхальный, пост великий. Он изобилует праздниками. Есть праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, есть празднество великих святых Андрея Первозванного, Николая Чудотворца, Спиридона Тремифунского. И в каждый субботний и воскресный день разрешается вкушение рыбы. Только единственное, нужно знать и помнить о том, что дни, когда разрешается вкушение рыбы, это не какое-то, знаете, такое гастрономическое указание к тому, какой иметь стол в этот день. Это и есть некоторое утешение за то, что мы пошли в храм и находились там, и молились за богослужением, ну и как бы понесли некоторые, получается, тяготы. В этот пост всем нам нужно объединяться под покровом Святой Церкви, в духе любви, мира. И пост непременно должен принести нам духовную пользу. Поэтому всех наших прихожан поздравляем с началом поста. И он называется Филипповский пост, Рождественский пост, потому что первый же день поста это был день, когда празднуют День апостола Филиппа, и поэтому чаще называется это Филипповский пост. Благотворительный фонд «Доброе дело» помогает гражданам Абхазии в лечении тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы чуть больше года. За такой небольшой период времени при поддержке организации многим оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Об истории основания фонда и об его работе в репортаже Эсмы Гуланзе.
Сразу и не поверишь, что у этой крохотной жизнерадостной малышки тяжелое гормональное заболевание. Практически сразу после рождения тхуарчалские врачи поставили Доминике диагноз – дисфункция надпочечников. Через некоторое время родители обратились за помощью в фонд «Доброе дело». Вскоре ребенку была успешно проведена операция в Московском эндокринологическом научном центре. Нам в больнице сказали, что у нее врожденная дисфункция коры надпочечника. Надо срочно вывозить ребенка за пределы республики. Так как у нас в тот момент не было никаких возможностей, мы обратились в фонду «Доброго дела» с тем, что они откликнулись на нашей просьбе. Они приехали к нам, помогли нам выехать. Была сделана операция, прооперирована, все обошлось удачно. Все хорошо. От всей души, от всей семьи, от всех моих родных и близких огромная благодарность фонду «Доброго дела». Огромное спасибо всем жителям Абхазии. «Доброе дело» работает в Абхазии уже больше года. Основал его Энри Кортава после того, как потерял родную дочь, чье сердце так и не дождалось помощи. Ощутив на себе всю боль утраты, он решил по мере своих сил помогать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Были знакомые, друзья появились в центре Бакулева. Я очень многим помогал, возил детей. Кто обращался, с ними летал в Москву, влаживал, делали операции. И как-то раз, один день, я здесь парень подошел в городской больнице, плохо, говорит, себя чувствую, и нету возможности уехать. Но тогда я решил открыть, создать этот фонд. Фонд сотрудничает с Московским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, а с недавнего времени эндокринологическим научным центром Москвы. Благодаря помощи неравнодушных людей за такое короткое время фонд отправил на операции 7 своих подопечных, среди которых как дети, так и взрослые. Мы обращаемся письмами в организации, разные организации. Есть кто откликивается, очень многие. Я сейчас перечислять не могу каждого, но многие откликиваются, присылают деньги. Можно сказать, существуем за счет СМС, рассылками. И я вижу, какие поступления бывают. И очень благодарен всему населению, кто это делает неоднократно. Это, знаете, бывало у нас в течение 10 дней 2 ребенка было. И все откликнулись, все было хорошо, мы собрались, спор был собран. Помочь фонду и внести в благое дело свою лепту может любой желающий, проживающий как в Абхазии, так и за ее пределами. Для этого нужно просто отправить СМС со словом «помощь» на короткий номер 5511. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. Эсма Гуланца, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой. Местами в возвышенностях и предгорьях дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 9-14. Температура моря плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.